Работа Координационного совета стартовала со вступительного слова руководителя субъекта. Глава республики отметил, что движение первых набирает силу в Ингушетии, становится многочисленной организацией единомышленников, которых объединяет любовь к родному краю и стране, желание быть первыми в добрых делах. Махмуд Али Калиматов добавил, что важно уметь грамотно объяснять детям, почему происходят те или иные события, какую значимость они несут. По словам руководителя субъекта, необходимо учить детей сопереживанию, правильно преподносить им значение принятых ценностей. Президент лично, администрация лично возглавил Кириенко, обратили на это внимание. Мы должны, это сложная задача, вернуть наших детей от соцсетей и размышлений, которые излагаются там. Потому что они враждебны. Не все, я имею в виду познавательно, конечно, надо смотреть, учиться. Но в основном это враждебное. И много у нас было разных в жизни. Надо уметь объяснять детям. Родину надо любить. Маленькую очень любить. И также очень любить Россию в целом. Потому что мы частички. Надо образовывать детей, с ними беседовать. Не надо с ними... Есть период, знаете, куклы, игрушки. А немножко, я думаю, с 3-4 лет точно, как со взрослыми. Надо разговаривать и воспитывать их. А тем более в школе. Не надо переводить на иронию, на шутку. Надо серьезные вещи серьезно говорить. Надо, чтобы они сопереживали. Каждая глава, выбирайте пару школ, районы, города. Соберите старших классников, 10-11. У вас же у всех опыт. Понимаете, книжки надо читать. Поэтому мы будем способствовать развитию движения первых. Мы будем помогать, вот с точки зрения движения, какие меры принимать. Имеется в виду продвигать идеи, какие нам. Чтобы учителя тоже знали. На базе ДК географию сделать их, какие, да, и чтобы оживить их. Оживить. Потому что там же инструменты есть, у нас весь, да? Каждый комплект у каждого есть, директор есть. И я думаю, хорошая идея. Всю надо просмотреть части культуры, образования. Надо интегрировать все движение первых. Понимаете, если она везде будет, и формат придумывайте, алгоритм придумывайте, и мы будем поддерживать, обсуждайте их, потому что, и я вам говорю, это серьезное дело такое, и самое благородное сейчас, потому что много благородных дел у нас. Президент лично, понимаете, занимается этим. И то, что мы первые, я еще раз хочу поздравить, лишнего не сделаете. Никогда. В воспитательной части, консолидации общества лишнего не будет. Побольше мероприятий, проводить их. Только глубоко изучать и не ошибиться. С приветственным словом также выступила руководитель департамента регионального взаимодействия общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Ксения Янова. В своем выступлении она отметила, что Республика Ингушетия находится в лидерах не только по Северо-Кавказскому федеральному округу, но и по всей России. 200 детей стали участниками регионально-профильной смены. 150 юным гражданам были вручены паспорта в рамках проекта «Мы, граждане России» и другие. Лидеров не только в СКФО, но и в целом в Российской Федерации. Безусловно, это большая заслуга председателя регионального отделения Марины Руслановны, и это факт. И ее команда. Есть сухие цифры, которые не обманешь. И в части исполнения поручений, в части вовлеченности детей республики, действительно Республика Ингушетия на первых строчках. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Я думаю, что вклад каждого из вас в этом, безусловно, есть. Хотелось бы отметить также, что на данный момент уже более 20 тысяч детей Республики Ингушетия вовлечены в мероприятия движения первых. 16 тысяч уже зарегистрированы на сайте движения и приняли участие в различных проектах и мероприятиях. Наша цель, как уже сказал глава республики, именно дать возможность
передать знания нашим детям. Культурный год никто не отменял. Именно поэтому создание движения стало инициативой детей. Безусловно, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин не мог не поддержать, поддержал и поручил нам всем, вам, взрослым, помогать, направлять, наставлять детей. Это те люди, которые как раз и являются защитниками, и которые стоят за спиной каждого ребенка и готовы им помогать, и наставлять, и быть примером. Это очень важно. И, безусловно, буквально вчера стало известно, мне хотелось бы отметить, среднюю образовательную школу номер 4 города Сумжа, которая стала победителем всероссийского конкурса школьных пространств, заняла первое место среди всех республик Северо-Кавказского федерального округа. И это только потому, что конкурс проводился в федеральном округах. Я думаю, что у этой школы были все шансы стать первой и на всероссийском уровне, если бы мы решили проводить его в таком формате. Поэтому поздравляю, спасибо огромное. Это действительно большой вклад как детей, так и взрослых республики в эту победу. Подробнее о реализации плана работы движения рассказала председатель регионального отделения Марина Албогачиева. Она сообщила, что по состоянию на 30 ноября открыто уже 181 первичное отделение, 147 на базе общеобразовательных учреждений, 19 на базе колледжей, остальные в художественных, спортивных школах и центрах. Проведен ряд совместных мероприятий с Минацами Ингушетии, Министерством экологии, с Министерством образования и МВД Республики Ингушетия. Количество регистраций на сайте путидвижения.рф превысило 16 тысяч человек. Из них 1180 наставников. 10 250 детей и взрослых заявили о своем участии в различных региональных мероприятиях. Из них 8460 человек – уникальные участники. То есть это как бы подушевое. Если ребенок 3-4 раза принимал участие в различных мероприятиях, учет не ведется только один раз. То есть это 8460 разных ребят. На 3100 участников больше установленного коэффициента показателя эффективности регионального отделения. Достижение данного результата обеспечено за счет реализованных региональных и всероссийских проектов. Более 200 детей, 7 вожатых, 12 воспитателей под названием «Время первых» на базе детского оздоровительного лагеря имени Комарова сельского поселения Троицкое. Программа лагеря состояла из всех 12 направлений движения. Семейный праздник спортивная команда собрала в парке семейного отдыха города Сумжи более 600 человек. А именно дети со своими родителями приняли участие в различных спортивных состязаниях, целью которых было вовлечение детей и молодежи, а также членов их семей в систематические занятия физкультурой и спортом. В завершение заседания Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что движение первых помогает детям правильно расставлять приоритеты и тратить свое время с пользой. Хава Гагиева, Хусян Гагиев, Рахман Цуров, Ахмед Парчиев. Новости 24.